Столетняя бамбуковая аллея, секвойи, оранжереи с благоухающими цветами, кувшинки. В Сухумском ботаническом саду произрастают более 4000 видов растений. Из-за сложившейся теплой погоды многие из них зацвели на несколько недель раньше. Одно из таких растений – вечнозеленая камелия. Здесь можно полюбоваться разными сортами этого нежного цветка. Камелия особенно распространена в странах с субтропическим климатом. У нас свыше 30 сортов камелии. В этом году они на 2-3 недели раньше зацвели из-за теплой погоды. У нас есть с белыми цветками, с розовыми, с красными. В общем, большое разнообразие. В Сухумском ботаническом саду произрастает немало теплолюбивых растений. Специалисты накрывают их специальной материей, чтобы сохранить в зимний период, а некоторые переносятся в теплицы. Оберегают растения не только зимой, но и в другие времена года. Специалисты делают все необходимое, чтобы защитить растения от болезней и насекомых-вредителей. Кроме того, коллекция ботанического сада ежегодно пополняется различными новыми видами растений. Ежегодно увеличивается число таксонов. Мы по обмену получаем. Когда бываем на конференции, мы завозим семена, потом выращиваем их и сажаем на постоянное место. Сухумский ботанический сад – один из старейших на Кавказе. Официальная дата его открытия – 1838 год. В первой половине XIX века лекарь Сухумского гарнизона Владислав Багриновский, обладавший обширными познаниями в области ботаники и садоводства, разбил возле своего дома сад. На него обратил внимание начальник укрепленной береговой линии генерал-лейтенант Николай Раевский. При его содействии с позволения императора Николая I сад был взят в казну, а с 1840 года перешел в ведение военного ведомства под названием Сухумкальский военный ботанический сад. Сначала под него было отведено около десятины земли, а сейчас территория Сухумского ботанического сада составляет более 30 гектаров. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.